Чемпионат мира по волейболу в 2022 году состоится в России. Пройдет он с 26 августа по 11 сентября. Заявку нашей страны на проведение соревнований утвердили в Мексике в ноябре 2018 года. Чемпионат мира по волейболу примут 10 городов России, в том числе и Уфа. Глава Башкортостана Ради Хабиров ровно за год до соревнований запустил обратный отсчет этого спортивного мероприятия. Следующая песня посвящается нашему прекрасному событию. Спасибо большое за ваш творчество. Полное соблюдение всех норм требований Роспотребнадзора. Здравствуйте. Здравствуйте. Отсчета и сердечно приветствуем почетных гостей нашего праздника. Как известно, Республика Башкортостан – один из самых спортивных регионов нашей необъятной страны. Мы неоднократно становились эпицентром событий мирового масштаба. Август месяц текущего года ознаменовался проведением первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров. А сегодня мы на старте нового события. Поводов для гордости становится больше. И это нас, конечно же, радует. Я приглашаю к стеле главу Республики Башкортостан Хабирова Радия Фаритовича, заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Сагитова Ирика Хайривариевича, 13-кратную паралимпийскую чемпионку, 18-кратную чемпионку мира, 43-кратную чемпионку Европы, вице-президента Паралимпийского комитета России, заслуженного мастера спорта Риму Акбердиновну Баталову, председателя общего собрания учредителей волейбольного клуба «Урал» Грекова Сергея Николаевича и президента волейбольного клуба «Урал» Багметова Валерия Николаевича. Под ваши аплодисменты, друзья, слово предоставляется главе Республики Башкортостан Хабирову Ради Фаритовичу. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, до проведения чемпионата мира по волейболу остается ровно год. И мы сегодня, вот сейчас все вместе в 10 городах Российской Федерации, где будет проходить чемпионат, дадим старт обратному отчету. Мы по праву проводим мероприятие такого уровня именно в Уфе, потому что Уфа – это один из спортивных центров Российской Федерации. И, конечно, в Уфе и развит волейбол, и любят волейбол. Для нас очень важно, что чемпионат мира пройдет у нас еще и потому, что мы обладаем таким опытом, огромным опытом проведения больших мероприятий. В 2018-2019 году мы проводили этапы Лиги наций, одного из самых ярких событий в волейболе. Вы знаете, вот только действительно недавно мы провели чемпионат мира по борьбе. Сейчас у нас проходит чемпионат «Молодые профессионалы». И мы уже готовимся к следующим чемпионатам, потому что нельзя останавливаться. И надо проводить большие мероприятия спортивные. Самое главное, знаете, зачем? Затем, чтобы после этих соревнований тысячи мальчишек, девчонок шли в спортивные залы. Я в это искренне верю, и я думаю, что так и будет. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, наступает кульминационный момент нашего праздника. Внимание, запуск часов обратного отсчета чемпионата мира по волейболу 2022 года. Итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Внимание! Вот они! Секунды побежали вперед! Год до чемпионата мира. Наша республика вырастила не одно поколение атлетов, которые позволили не только приумножить копилку медалей сборной, но и стали кумирами для болельщиков всего мира. Я уверен, что запуск обратного отсчета – это огромное событие в жизни нашей республики и мирового спорта. Я благодарю вас, Ради Фаритович, благодарю вас, уважаемые почетные гости, за эту очень важную миссию, за это прекрасное действо. Давайте проводим бурными аплодисментами. И мы всеми силами будем поддерживать интерес, чтобы Башкортостан всегда оставался гостеприимной территорией спорта. Здравствуйте.
Ради Фаритович, но Башкортостан, мне кажется, уже границ нету. Теперь и чемпионат мира по волейболу через год у нас. Вот мне кажется, это очень символично. Вот мы только-только пришли с мероприятия WorldSkills и уже сразу идем и уже смотрим на год вперед. На год вперед и даже на 2. Мы Евразиаду планируем провести в 2025 году, то есть мы уже заранее планируем. Останавливаться нельзя. Я искренне верю в необходимость и полезных проведения и конгрессных мероприятий, и спортивных событий. Очень важно. Поэтому вот двигаемся дальше. А где будем проводить? На Уфарине. Не построим пока ничего? Нет, не успеем. Дворец волейбола к этому времени не успеем. А когда сдадим? У нас были планы, конечно, успеть. Я полагаю, что это 23-24 год. Ну что ж, ждем. Спасибо. Владимир Фаридович, вам вообще огромная благодарность. Вы тогда Гадан с Мустафиным, наверное, принимали, помните, наверное, да? Вам огромная благодарность. Там долги все сняли, все вообще просто идеально. Да. Несмотря на этот кризис, мы же волевые люди, мы же воспитанники нашего региона. Выдержали, еще и 7-е место заняли. Он, Руслан Тагирович, очень помогает. Очень здорово. Нам глава помогает самое главное. Здравствуйте. Давайте руки обработаем. Давайте. Руки нужно обработать. А вот сейчас вся та молодежь, которую мы за 3 года собрали, из них 3 человека в сборную России входят. Сейчас один на чемпионате мира играет, вот прямо сейчас. То есть молодежь одна из лучших в стране. Я этим занимался 3 года. Это огромный труд был проделан. Самые талантливые дети собраны, причем уровень их не соответствует. Ну, сборной России 3 человека у нас есть. То есть лучшие из лучших. Это же у вас сезон когда начинается? Сезон начинается, кубок у нас будет здесь 23 сентября, Кубок России. А чемпионат со 2 октября здесь. Мы принимаем Нижний Новгород. Они отсюда кажутся одинаковые, но они все за 2 метра. Все высоко... Вот вы подойдете, сейчас вы увидите. Вот это дети 2,04, 2,5, 2,7. Руслан Тагирович, скажите, пожалуйста, почему мы пришли сюда на Динамо Внепланово? Вообще здесь игра проходит. И самое главное же нам на самом деле показать, что у нас волейбол развивается. И для этого мы сегодня проводим, играет наша молодежь. Мы надеемся, что будущие участники чемпионатов мира, чемпионатов Европы, ну и других очень важных для нас событий. Именно поэтому. Какие команды играют? Значит, у нас играет Тархан, это стерлитамакская команда, и Беркута, это молодежная команда. Ну, 2 будущие, еще раз хочу сказать, именно из этих ребят, в основном, которые состоят из ребят с нашей республики, у нас будет формироваться будущий Урал. А будущий Урал – это значит сборная России. А скажите, пожалуйста, в чемпионате мира по волейболу, который через год уже стартует в Башкортостане, будут наши игроки? Мы очень надеемся, потому что наш тренер был на Олимпиаде в этот раз. И надеюсь, что он поможет нам в этом плане тоже. Тренер не будет играть, игроки должны быть, спортсмены. Да, но он их подготовит. Тренер подготовит наших игроков. Спасибо. Дамы и господа, поприветствовать участников товарищеского матча и наших зрителей выходит глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Кабиров. Встречаем аплодисменты в преддверии чемпионата мира по волейболу в России. Ровно за 1 год до этого знакового события мы даем обратный отчет в лучших волейбольных традициях. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые спортсмены. Я вот буквально на минуту. Я просто хотел сказать, что мы действительно сейчас дали старт обратного отсчета чемпионата мира, который состоится в следующем году. Но, собственно, самое главное, я хотел сегодня что сказать. Я хотел поблагодарить ребят. Я хотел поблагодарить нашу базовую команду «Урал», которая прошлый сезон в тяжелейших условиях отработала здорово, заняла 7-е место. Я хотел сказать, что мы верим в нашу команду, и в этом сезоне, я думаю, мы придем и будем болеть за них, и они будут побеждать. И еще я хотел поблагодарить всех тренеров, которые все-таки делают, чтобы волейбол был популярным, очень любимым видом спорта в нашей республике.
Всем удачи, ребята, вам побед, мы в вас верим, все у вас получится. Спасибо. Спасибо, Ради Фаридович. Ну, и традиционный подарок, конечно же, от волейбольного клуба «Урал» Валерий Николаевич Бахметов, президент волейбольного клуба «Урал». Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые гости, уважаемые спортсмены, мы очень благодарны за то, что республика во главе с ее руководством очень сильно поддерживает спорт, в частности волейбол. Поэтому команда наша 25 лет играет в Суперлиге. И в знак благодарности я хочу от имени клуба вручить футболку под знаком 1 единица. То есть это номер 1. Это главе нашего региона Ради Фаридовичу за то, что он прекрасный лидер, за то, что он, с него можно брать пример, как нужно быть лидером. И мы хотим, чтобы наша команда как можно быстрее поднималась все выше и выше в ранг ведущих команд нашей страны. Спасибо вам, Ради Фаридович, за поддержку. Мы продолжаем наших почетных гостей и продолжается товарищеская встреча.